Если у вас Библия с собой, пожалуйста, откройте послание к евреям. Послание к евреям, 8 главу. Сегодня утром я хочу говорить очень просто о том, что такое завет, о том, что значит, что мы с тобой партнеры по завету с Богом, что значит, что ты можешь молиться молитвами завета, и что это такое, такие молитвы, и в чем роль Бога, и в чем твоя роль заключается в завете. Евреям 8 глава. Понятие о завете — это не западное понятие, и часто мы не привыкли к этой идее, и мы не можем понять эту идею. Это старый термин. Сейчас мы говорим о мирных договорах, о деловых переговорах. Мы думаем деловыми, политическими понятиями, и очень часто мы, западные люди, по-настоящему не понимаем глубину понятия завета и насколько сильно это понятие. Очень часто, я думаю, что потому что всегда ты начинаешь с себя, и когда начинаешь с себя, всегда и заканчиваешь собой. А это не так уж хорошо. Но то, чего ты являешься частью, если ты рожденный свыше, это новый и лучший завет. И этот завет начался не с нас. Ничто не началось с нас. Аллилуйя! Если бы началось с нас, то провалилось бы. Но это не началось с нас и не закончится нами. Аллилуйя! Ему будет слава и честь, ныне и вовеки. Аминь. Так что началось все задолго до того, как мы появились, и с того, что Он думал, планировал, замышлял в своем сердце. Завет необходим между Богом и человечеством из-за того, что человечество впало в грех, и Бог должен был сделать что-то, чтобы восстановить человечество, чтобы Бог мог общаться с человечеством без того, чтобы мы не сгорели от Его славы. Мы не можем войти в Его славу, если Он не сделает чего-то, если Он не преобразует свою славу. Он спускается к нам, Он поднимает нас к себе, и завет — это средство, при помощи которого мы можем общаться с Ним и сотрудничать с Ним, делать все, что Он призвал нас делать на твердом основании, чтобы мы знали, что эта штука не подведет нас, и что через какое-то время все это не рухнет. Мир полон разочарованных людей. Христиан разочарованных быть не должно, ни одного. Аминь. Я скажу это еще раз. Мир полон разочарованных людей. Христиан не должно быть ни одного разочарованного. Это уже лучшее аминь. У каждого есть свои разочарования, каждый переживал разочарование, но оно не должно задерживаться в тебе, прилипать к тебе. Завет — это самое лучшее, что может разрушить разочарование в твоей жизни, если ты поймешь этот завет. Потому что если христианство сосредоточено вокруг меня, моих эмоций, моих переживаний и моей силы, или, может быть, даже моей веры, если я неправильно понимаю, что такое вера, но ты понимаешь, что такое вера правильно, хотя она и дар от Бога. Если я могу выбраться из этого в христианство, сосредоточенное вокруг Бога, я никогда не буду разочарованным, потому что христианство — это не просто идея, которая пришла к человеку в попытках достичь Бога, но это вечный завет Бога с людьми. И Бог поклялся, и дал клятву, и пообещал, и дал еще одну клятву, и сказал: «Я не могу покляться или пообещать, покляться кем-то высшим, чем я сам, и поэтому я даю эту клятву, я обещаю, что я сделаю эти вещи». Это значит, слава Господу, это значит, что есть уверенность в завете, которой ты не найдешь ни в чем другом. Поэтому давайте откроем Евреям и прочитаем одно место из Евреям 8 главы. Если вы смотрите программу и у вас нет Библии, сбегайте в магазин и купите Библию. Ты скажешь: «Я не понимаю Библию». Если ты попросишь Господа, чтобы Он открыл ее тебе, то ты поймешь, о чем написано в этой книге. Это замечательная книга, она даст тебе жизнь. Аллилуйя. Евреям 8 глава, 6 стих. «Но сей первосвященник, Иисус, говорится о Нем, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета». Скажи: лучшего завета. Аминь. Который утвержден на лучших обетованиях.
Здесь у нас есть Иисус, Он лучший ходатай лучшего завета, основанного на лучших обетованиях. Это дает нам надежду, уверенность, благословение, все, что нам нужно. Бог утверждал заветы задолго до того, как Иисус появился на земле. И, конечно, поэтому у нас есть Ветхий и Новый Заветы. Он заключал завет с Адамом, Адам нарушил этот завет. Потом Бог говорит с Авраамом, и с Авраамом Он заключает завет. Откроем Бытие, 17 главу, Бытие 17, где Бог Всемогущий говорит с Авраамом. Мы должны понять сердце Божье. Хотя завет и является вопросом закона, это законная, юридическая вещь. Очень часто мы смотрим на жизнь иначе. Некоторые люди более эмоциональны, это хорошо, Бог дал нам эмоции. Другие более аналитичные. Некоторым нравится подход к Богу с позиции общения, другим подход к Богу с точки зрения закона. Но тебе нужны оба подхода. Ты не можешь основывать свою жизнь на эмоциях. На самом деле, ты основываешь свою жизнь на юридических вещах, на том, что Бог сказал, что Он постановил, что Он предложил. И это и есть завет. Это и есть основа или содержание завета. Но цель завета не только в том, чтобы у тебя было юридическое понимание того, кто такой Бог, но чтобы ты наслаждался им и общался с Ним постоянно, 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 постоянно. Аллилуйя, аминь. Понимание завета сотрет всякую неуверенность в твоей жизни. Оно сделает тебя очень смелым. Некоторые люди сочтут тебя высокомерным, но у тебя будет просто уверенность в завете, а не высокомерие. Если кто-то обещает тебе что-то дать, когда-нибудь тебе кто-нибудь обещал что-нибудь дать? Кто-нибудь обещал тебе когда-нибудь что-нибудь сделать или дать и не выполнил обещание? Да, теща. Но, может быть, ты в библейской школе, и кто-то пообещал заплатить за тебя, и не сделал этого. У нас были такие студенты, потому что человек их подвел, из-за этого они разочаровались. Бог никогда не подведет. Очень важно, чтобы ты разобрался с разочарованием в твоей жизни, потому что разочарование даст тебе неправильное понимание того, кто Бог есть, какой Он. Оно будет держать тебя в рамках твоего ума, но оставит тебя эгоцентричным. Бог не хочет, чтобы ты оставался эгоцентричным. Если у тебя есть завет с Богом, все остальное не важно. Все остальное не важно. Потому что если у Бога есть завет с тобой, я объясню, что это значит, но представь себе, что у Бога завет с тобой. Если Бог сказал что-то, я надеюсь, что я смогу рассказать об этом, и я буду продолжать об этом говорить на следующем уроке. Но если Бог пообещал тебе что-то, тебе не нужно совсем больше волноваться, потому что вопрос теперь не в тебе, дело не в тебе, чтобы обещание исполнилось, но Он должен дать то, что Он обещал дать. И что хорошо насчет Бога, что ты можешь надавить на Бога. У многих людей очень религиозное понятие о Боге, но Бог не пришел для того, чтобы изобретать религии. Большинство религиозных идей изобретены сатаной. Но Бог пришел, чтобы утвердить отношения с тобой. Он сделал это на основе завета, в котором Он пообещал определенные вещи. Он пообещал, что определенные вещи произойдут, если ты соблюдешь определенные условия, которые Он объясняет тебе. Например, ты покупаешь машину, она едет 500 метров, ломается, а ты забыл прочитать то, что написано было мелким шрифтом. Это отличная машина, мы гарантируем, что она будет работать, если только солнце будет светить, если дождь не пойдет. И там есть масса таких условий, которые ты не прочитал. Бог не такой. В Библии нет мелкого шрифта, там все крупным шрифтом. Там точно написано, и имеется в виду именно то, что написано. Аллилуйя! Слава да будет Богу вовеки! Ты не можешь дать твоему опыту судить Бога. Ты не можешь позволить своему разочарованию обвинять Бога. Ты должен избавиться от него. Ты должен знать, что все, что Он сказал, это утверждено в Его Слове, это утверждено кровью, это утверждено в Завете. И если Бог пообещал что-либо,
И он также поклялся об этом. Он сказал: я не могу поклясться кем-то высшим, чем я сам. Конечно, потому что он Бог всемогущий. Кем же еще он будет клясться? В то время люди клялись либо храмом, либо золотом храма. Иисус об этом говорил в Нагорной проповеди. Он сказал: вы, люди, что лучше, поклясться золотом храма или самим храмом? Вы помните все эти дискуссии. И нам все это не так знакомо, потому что мы не думаем такими понятиями сейчас. Но большинство людей в мире до сих пор думает именно так. Но мы на Западе не так думаем сейчас. И для Иисуса это было что-то очень знакомое. И Библия говорит о клятвах. Даваешь клятву, и тогда уже не нарушай, даже если тебе от этого будет вред. И Бог знает, что человек дает клятвы. Люди клянутся, например, клянусь богатствами моего дяди, чем-то, что длится долго, чем-то сильным, и Бог говорит: а мне чем поклясться? Выше меня никого нет. И в Евреям написано, поэтому, что он дает клятву и говорит: я удвою. Вот что на самом деле он говорит: я удвою силу своей клятвы. Чем мне поклясться? Выше меня самого никого нет. Поэтому я поклянусь самим собой снова и снова. Аминь. И я обещаю вам, что все, что я сказал, я сделаю. Лучшей гарантии ты не можешь иметь. Если ты не понимаешь этого, то у тебя начнутся неприятности. Но если ты поймешь это, то тебе будет легко жить. Например, Иисус говорит: я с вами каждый день, кроме понедельников, да? Или кроме дня зарплаты, когда неприятности. Нет, он говорит: ты говоришь: я не чувствую этого каждый день. Ну и что? Если ты идешь в банк, и я очень быстро говорю, потому что у нас немного времени. Если у тебя на счету 10 тысяч фунтов, наверное, у тебя их нет, но если они у тебя, к примеру, есть на банковском счету, и в понедельник утром ты хочешь снять 1000 фунтов. Если у тебя болит голова, головная боль тебе мешает деньги снять? Конечно, нет. Потому что деньги там, независимо от того, голова болит или не болит. Рассердился на соседа или поскользнулся и упал, коленку ушиб. Все равно мешает тебе это снять деньги? Конечно, нет. Твои эмоции не имеют никакого отношения к завету. Завет существует все равно. Если у тебя болит голова, если ты рассердился на соседа, если что-то происходит в твоей жизни такое, что тебе не нравится, прямо сейчас не нравится, то завет по-прежнему реальность, Божье обещание. Конечно, есть вещи, которые могут остановить поток благословений, как грех, например. Я не говорю сейчас не об этом. Я говорю об обстоятельствах ежедневных, которые у всех в жизни есть. И из-за этих обстоятельств ты не чувствуешь себя таким сильным, таким счастливым в данный конкретный момент. Эти обстоятельства не должны мешать тебе получать Божье благословение больше, чем головная боль мешает тебе снимать 1000 фунтов с банковского счета, если они у тебя есть там. А на этом счету больше, чем 1000 фунтов. Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Поэтому нам нужно выбраться из личных, душевных, эмоциональных переживаний. Поймите меня правильно. Бог дал тебе душу, Он дал тебе эмоции, Он хочет, чтобы ты наслаждался ими. Он просто хочет, чтобы они были на своем, на правильном месте. Если ты выйдешь в юридическую сферу, то есть когда кто-то что-то тебе пообещал и дал клятву и сказал: я поклялся самим собой, я должен сделать это. Позволь мне закончить на этом. Очень часто это взрывает наши мысли. Я знаю, что некоторым это не понравится, но все равно будь радостный. Ты на самом деле можешь заставить Бога делать что-то. Знаешь, наше религиозное благочестие скажет: нет, я бы никогда не стал бы искушать Бога. Я не говорю о том, чтобы искушать Бога. Лютер сказал об этом так. Мартин Лютер, реформатор, в XVI веке. Он сказал об этом так. Мне это нравится. Возьми Божьи обещания, наполни Божьи уши Божьими обещаниями. Как ты делаешь это? Напоминаешь эти обетования Ему и заставь Его исполнить их.
Чарльз Финни сказал так: когда я приезжаю в город и молюсь о пробуждении, я говорю Богу: ты не думаешь, что у нас тут будет пробуждение, правда ведь? Ты скажешь: так нельзя себя вести. Если ты ведешь себя так из гордости, конечно, нельзя. Если ты эгоистичный, конечно, нельзя так себя вести, но тогда ты на самом деле не в завете. На следующем уроке мы поподробнее об этом поговорим. Но если ты стоишь на правах завета, который у тебя есть, если ты стоишь на своих обещаниях, на обещаниях, которые Бог дал тебе, если ты понимаешь, что Он говорит, когда Он говорит, что я дал тебе это обещание, и я дал клятву, тогда ты знаешь, что Богу это нравится, потому что это не твоя идея, это Его идея. Не ты придумал завет, Он придумал завет. Библия говорит, что это завет благодати, так что это не такой завет, который ты сам придумал. Этот завет от Него. И давай закончим на чтение этого места, потому что я сказал, что надо его открыть и прочитать, так что давай это и сделаем. Закончим на этом. Бог пришел к Аврааму, и Бог пришел к тебе. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился Аврааму, 1 стих, и сказал ему: «Я Бог всемогущий», то есть я Эль-Шаддай. «Ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Бог здесь заключает завет. На подробности сейчас времени нет. Но суть в том, что Бог дал обещание и завет Аврааму и сказал: «Я очень сильно умножу тебя». Это произошло или нет? Это произошло? Это произошло? Это было в Старом Завете. И потом появился закон и все уставы. И потом появляется новый, лучший завет. И в этом завете мы семя Авраама. Поэтому он умножает не только физическое семя Авраама, но также и духовное. Он это сделал? Я спрашиваю, он это сделал? Аминь. Итак, Бог истинен, Бог верен, Бог справедлив, Бог любящий. Бог всегда соблюдет свое слово. Он всегда исполнит свое слово. И ты по благодати партнер завету во Христе Иисусе с Эль-Шаддаем, с Богом Всемогущим. Ты семя и наследник Авраама. Ты во Христе Иисусе. Ты дитя живого Бога, и Бог заключил завет, новый, лучший завет, с лучшими обещаниями через пролитую кровь Иисуса Христа. Вопрос, который я хочу задать тебе, такой. Если Бог в этом завете обещает тебе что-то, неужели ты думаешь, что Он не исполнит этого? Я не думаю, что даже хотя мы и говорим обо всем об этом, мы понимаем, что такое завет. Можно слышать снова и снова эти вещи. Каждый раз, когда я слушаю эти вещи, они так начинают интриговать меня. Если ты смотришь нас, и у тебя Библии нет, купи себе. Слушай внимательно, потому что, может быть, понятие о завете ново для тебя, но Бог хочет, чтобы это откровение, которое есть в Библии, с первой книги до последней, чтобы оно взорвалось в твоем духе, чтобы ты понял, Он хочет, какую уверенность ты имеешь в жизни, на какой гарантии стоит твоя жизнь, что ты строишь свой дом не на песке, а на скале, а скала, между прочим, конечно, Иисус — это скала, вопроса нет в этом, но скала — это Слово Божье, когда его человек слушает и исполняет, тогда он строит свою жизнь на скале, сказал Иисус. Это слово завета, это не просто слово, это слово завета. Что такое слово завета? Это слово, которое содержится в контракте, называемом завет. И контракт — это наш западный взгляд на вещи. Бизнесмены очень часто заключают контракты, а потом нарушают или добавляют что-то мелким шрифтом в контракты. Что-то такое, от чего будет польза, выгода только одному из них. Потому что это деловая, это бизнес-сделка. Но Бог не так заключает заветы. Завет — это что-то гораздо более сильное. Завет — это самая глубокая форма взаимоотношений, в которые могут вступить два человека или две личности. Вот что такое завет. Нет более глубокого общения, нет более глубоких взаимоотношений, которые человек может иметь с другой личностью, кроме как через завет.
И хотя основание завета является чем-то юридическим и фундаментом являются обетования, содержание завета — это глубокие взаимоотношения. Итак, есть обе грани. Есть и юридическая грань, и также грань, связанная с отношениями. И Бог хочет, чтобы ты получал удовольствие от обоих сторон. Если ты делаешь акцент только на взаимоотношениях, ты немножко в смущение попадешь. У кого из вас хотя бы один хороший друг когда-то был? Это замечательно. Бывало с тобой такое, что ты неправильно понимал своего друга, и ты начинал думать, что он уже не друг тебе, потому что он вел себя немного странно. С кем-нибудь такое происходило? Да, с большинством из нас. Ты неправильно истолковал его эмоции, или то, что он сказал, или то, что он сделал, и в твоем уме что-то такое пронеслось. О, может быть, после этого мы уже не будем такими хорошими друзьями. Знаешь, с Богом такого не может быть, потому что ты не просто судишь Бога, исходя из своих эмоций или исходя из того, что ты видишь, что Он делает в данный момент. Ты вообще, конечно, не судишь Его, но ты понимаешь Его через завет, через то, что Он совершенно ясно сказал и пообещал тебе, то, что Он записал юридическими терминами тебе. И Он сказал, что Он будет следовать этим словам. Он привязан к этим словам. Он сделает все, что Он сказал в Своем завете. Вот почему тебе важно понимать завет. И где ты не находился бы сейчас, может быть, ты в депрессии, может быть, ты болен, может, ты в смущении, может быть, ты без работы, может быть, ты не знаешь, что делать. Но если ты верующий, если ты исповедовал Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, то ты фактически состоишь в чем-то потрясающем. Может быть, ты даже об этом не знаешь. Может быть, у тебя нет и представления никакого о том, как это велико и прекрасно. Может быть, ты сейчас хнычешь и жалеешь себя. Может быть, ты бежишь от Бога сейчас. Если ты бежишь от Бога сейчас, возвращайся к Нему. У Него есть так много для тебя во имя Иисуса. И если ты бы только понял хотя бы часть, хотя бы фрагмент этого великого завета, это понимание совершенно изменило бы твою жизнь. Большинство проблем, которые есть у христиан, это из-за того, что они, или лучше сказать, мы не понимаем величие, уверенность, силу, крепость завета, который Бог заключил. Бог заключил этот завет с Авраамом, и потом, конечно, Он сделал это с Иисусом. Прочитаем еще раз. В прошлый раз мы уже читали, но снова прочитаем. Евреям 8:6. Получил Иисус служение тем превосходнейшее. Какое сегодня у Иисуса служение? Сегодня Он не на земле, если не считать через нас. Он больше не висит на кресте. Он воскрес из мертвых. Он не на земле, Он на небе сейчас. И на небе Он первосвященник. И Он ходатай. Он имеет более превосходное служение, чем любой земной первосвященник когда-либо имел. Первосвященники на земле молились за людей, которые имели неприятности. В Новом Завете, благодаря фундаменту крови, благодаря тому, что Иисус сделал на Голгофе, когда Он умер и воскрес из мертвых и пошел на небо, со своей собственной кровью, благодаря искуплению, благодаря примирению, Он сейчас по правую руку от Отца. И по правую руку от Отца Он молится за тебя и за меня. Скажи, Иисус когда-нибудь получал ответы на молитвы? Аминь. Если Он получал ответы на молитвы, когда Он, например, стоял перед могилой Лазаря и говорит: «Отец, я молюсь Тебе не от того, что... Ну, я же знаю, Ты всегда услышишь меня, но люди эти, которые тут стоят, не знают, что Ты меня всегда слышишь, и поэтому из-за них-то я и молюсь. Я из-за них молюсь Тебе». Это либо высокомерие, либо уверенность. И мы знаем, что Иисус не высокомерный был. Почему же Он так говорит? Потому что Он имел переживания, да, но также потому, что Он знает завет. Это то, что ты должен понять. Иисус знал и знает, и мы с тобой тоже должны знать, что Бог привязал себя ко всему, что Он пообещал. Если ты поймешь это, твоя жизнь изменится. Выразим эту мысль так. Бог приковал свои руки оковами к своим обещаниям таким образом,
И либеральных теологов это, наверное, оскорбит. Но Бог, потому что это Бог, это не мы с тобой. Все начинается не с нас, а с Него. Бог привязал себя к своим собственным обещаниям. Он дал клятву, Он сказал, «Я сделаю то, что пообещал сделать». Сатана знает это. Вот почему Сатана трудится и всегда обрабатывал Божий народ, чтобы они приступали завет. Потому что Сатана знает, что если Бог соблюдет свою часть сделки, свою сторону завета, но если мы свою часть не соблюдем, то тогда завет не сможет работать. Сатана не может обработать Бога. Ты понимаешь это, да? Поэтому он обрабатывает тебя. И он хочет, чтобы мы стали преступниками завета. Одно место. Быстро откроем сейчас. 11 главу Даниила, стих 32. Что такое на самом деле завет? Это соглашение между двумя сторонами. Конечно, эти соглашения могут отличаться друг от друга. Даниил 11, 32. Поступающих нечестиво против завета. Те, кто нарушают завет, в другом переводе, те, кто отступают от завета. Он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. В английском «совершать подвиги» будут. Конечно, дьявол атакует людей. Здесь говорится об этом, может быть, об Антихристе, но если не вдаваться в подробности, то это атака от дьявола на то, чтобы мы стали преступниками завета, чтобы мы преступили завет. Для этого он может использовать лесть или что-то еще. Когда мы вне завета, в нашей жизни нет силы. Вся сила, которая есть у нас, она у нас не потому, что мы такие духовные, но потому, что мы в завете с Богом. Аминь. В Новом Завете Бог не заключил завет с тобой. Он заключил его с Иисусом. А ты вошел в Иисуса. И когда ты вошел в Иисуса, ты вошел в завет. Аминь. До тех пор, пока ты в Иисусе, ты в завете таким образом. И Бог заключил завет с Иисусом. Послушай, в Ветхом Завете, или лучше скажем так, завет — это соглашение между двумя сторонами, двумя людьми, например. И завет, например, такой, что будем сотрудничать в торговле или в работе, или мне нужна твоя защита, я не очень сильный, твое племя сильнее моего племени, поэтому я нуждаюсь в твоей защите, я нуждаюсь в твоей помощи. Мы сейчас говорим не о мафии. Мы заключаем соглашение, и соглашение такое, и в этом суть завета, что я нуждаюсь в том, что есть у тебя, потому что у меня этого нет, и я хочу иметь то, что ты имеешь, мне нужно это. Поэтому я иду к тебе и говорю, мы можем завет заключить? Да, можем. И мы заключаем соглашение, что все, что есть у меня, хотя это не так много, я отдаю тебе. Мои деньги, мою силу, мою военную силу или любую. Я отдаю тебе, я предоставляю в твое распоряжение все это. Можешь использовать, когда тебе понадобится. Другая сторона говорит то же самое. Все, что есть у меня, я отдаю тебе. Я клянусь, я обещаю, я вступаю в соглашение, я подписываю это соглашение кровью. Это то, как всегда заключался завет. Мы запечатываем этот завет специальной трапезой завета. Всегда присутствует при заключении завета кровь и трапеза. И ты можешь видеть, почему Новый Завет называется Новым Заветом. Там есть кровь и трапеза, есть соглашение, есть общение. Мы не были в соглашении, но теперь нам нужно согласиться. Очень часто, раньше, может быть, мы были врагами, но потом они понимают, что я не могу быть во вражде с ним, потому что он сильный, и они заключают соглашение. Я отдаю свою мудрость, силу, крепость, владение, мою жизнь отдаю тебе. Это самое сильное соглашение, которое существует на этой земле. Это то, что такое брак, чем брак является. И мы запечатали завет, и ты можешь в любой момент, когда тебе понадобится, пользоваться этим заветом. В завете всегда присутствуют две вещи — благословение и проклятие. Благословение
в принципе, очень простое. Благословен тот, который хранит завет. Он будет благословен тем и тем. При выходе и при входе, то все благословен, благословен, благословен. Но те, кто не хранят завет, пусть они будут прокляты. Самые сильные проклятия, которые только можешь себе вообразить, произносятся против тех, кто нарушает завет, заключенный в святой атмосфере, когда ты отдаешь все, что у тебя есть, свою честь, свои обещания даешь, свою жизнь даешь друг другу. И ты говоришь: я обещаю помогать тебе, вот мое обещание. И люди говорят так: можешь сломать мне кости, можешь отрезать мне язык, убить моих детей, если я не соблюду завет. Здесь мое слово, я даю тебе мое слово, я сохраню, буду соблюдать мое слово. Когда-нибудь покупал машину, слышал, чтобы торговец машиной говорил тебе: отрежь мне язык, если эта машина не поедет? Они не осмеливаются так говорить. Деловая сделка, она не такая уж сильная. Очень часто, может быть, бывает так, что люди заключают сделку при условии, параграф такой-то. Есть всегда такие выходы запасные, чтобы избежать полной ответственности. Ты когда-нибудь брал страховку? Страховка — это загадка 20 века. Я не буду проповедовать против страховок, но люди дают очень много денег страховым компаниям. И когда они в конце концов хотят снять деньги со счета, они читают мелким-мелким шрифтом написанное, что это все работает за исключением вашего случая. А если все-таки все работает, то надо заполнить такую длинную бумагу. И ты так устаешь, пока ты ее заполняешь. Я однажды потерял свой чемодан и спросил: а где он? О, мы ищем, мне сказали, зайдите завтра. Мне сказали, в конце концов, дадим вам $20. Или зайдите завтра. Где мой чемодан? Зашел завтра. Зайдите завтра, опять говорят. В конце концов, я говорю: мне нужна моя одежда. Вам нужно заполнить вот этот бланк. Да какая разница, какой бланк мне нужно заполнить? Мне одежда нужна. Вам нужно будет прождать 30 дней, потом заполнить этот бланк. Вчера я получил этот бланк. Слава Богу, мне не нужна эта страховка, потому что они нашли мой чемодан. И мне не нужна была эта бумага. Но вчера я получил эту бумагу. Это было 20 страниц, на самом деле, а не одна бумага, которую нужно было заполнить. Сколько у тебя было носок в чемодане? Не знаю я. А сколько этого было в чемодане? Самые разные вопросы. И все делается специально таким сложным, так что ты хочешь бросить все это. Божьи обещания, они не такие трудные, запутанные, чтобы тебе сдаться, когда ты читаешь их. Бог не как страховая компания. Не злись на меня сейчас. Бог за тебя. Он не против тебя. И если Бог за тебя, кто может быть против тебя? Аминь. И этот завет, Бог говорит до того, как мы еще что-то сказали, потому что в обычном завете две стороны собираются, и этот договор, это не мы пришли к нему с этим договором. Мы вообще бежали от него в стыде и в ужасе, и Бог должен был прийти к нам. Вот почему этот завет называется заветом благодати. Бог говорит: хотите на самом деле общаться со мной из-за ваших грехов, но я хочу общаться с вами. Я заключу с вами завет. И это завет благодати, таким образом. Это завет благодати. Аминь. Вот почему Авраам сказал: о, аминь, аминь. И Бог говорит: я благословлю тебя. Каждый завет означает благословение. Это значит, я получаю что-то, чего у меня нет. Я нуждаюсь в этом, мне нужно это, у меня этого нет еще. Может быть, я воюю со всеми. И завет между двумя племенами приносит мир и силу и защищенность. Вот зачем завет. И Бог говорит: у тебя нет ничего, у тебя нет мира, у тебя нет радости, у тебя нет победы, у тебя нет здоровья, у тебя нет финансов, у тебя нет будущего, у тебя нет праведности, у тебя ничего нет. И я приду к тебе, потому что я есть, и Он называет свое имя завета. Я есть Господь, твоя праведность. Я есть Господь, твой целитель. Я Господь, твоя победа. Я Господь, твой мир. Я Господь, твой пастырь. Я Господь, всегда присутствующий. Я Господь, твой обеспечитель. Аллилуйя!
И он суммирует все это, говоря, «Я Эль-Шаддай». И снова суммирует, «Я Иисус». И все эти вещи, они во имя Иисуса. Во имя Иисуса праведность, во имя Иисуса исцеление, во имя Иисуса мир, во имя Иисуса победа, во имя Иисуса обеспечение, во имя Иисуса есть водительство Духом Святым. Все это во имя Иисуса. Аллилуйя! Почему во имя Иисуса? Потому что имя представляет личность, а личность — это посредник нового и лучшего завета. Аллилуйя! О, аллилуйя! И тогда он говорит, если ты приступишь, будешь проклят. Это значит, благословение — это защита. Завет — это как зонтик. Стой под ним, и все это будет у тебя. Выйдешь из-под него и вернешься в грех, в мир, во все, что там есть. Не то, что Бог говорит, это просто когда ты выходишь, то вещи этого мира атакуют тебя. Ты когда-нибудь замечал это? Ты грешишь, и ты теряешь радость. Это не так, что Бог приходит с неба и сейчас до тебя доберусь. Нет. Ты подпадаешь под систему этого мира, ты теряешь победу, теряешь радость, можешь даже исцеление потерять. И он говорит, оставайся под зонтиком, и будешь благословлен. Я благословлю твой выход и вход, благословлю там, благословлю тут. Замечательно, правда? И потом Бог говорит, но люди приступили. Мне нужно новый, лучший завет заключить. Как мне сделать? Как мне заключить этот завет, чтобы они не приступали? Я заключу этот завет с человеком, который никогда не приступит, и тогда это будет лучший завет. И он посылает Иисуса. Иисус умирает, поднимается со своей кровью, и Бог заключает новый, лучший завет. Это новый завет в моей крови. И Он заключает завет не с тобой, потому что тебя Он знает. И твоя жена тебя знает, и родители твои тебя знают. Они знают, что ты кашу заваришь. И Он говорит, не включай их. Я заключу завет между отцом и сыном, а их вложу в сына. И если ты в сыне, хотя ты и несовершенный, Он совершенный, хотя ты не чувствуешь мира, Он есть мир, хотя ты не чувствуешь победы, Он есть победа. Теперь ты во Христе Иисусе. И из-за того, что ты во Христе Иисусе, ты благословлен. И из-за того, что ты во Христе Иисусе, этот новый лучший завет применяется автоматически к тебе. Ты скажешь, а если я совершу грех, ты можешь согрешить? Конечно. Но теперь у тебя есть то, чего у людей не было в Старом Завете. Теперь у тебя есть Святой Дух. Святой Дух — это твой хранитель. Он побежит за тобой и скажет, эй, возвращайся. Он скажет, о, не делай этого. Сначала был только закон. Они читали закон и говорили, о, это делать нельзя, и закон заставлял тебя желать сделать это. Это то, что говорит Римлянам 7. Но теперь у тебя есть Святой Дух, и Святой Дух говорит, Он плачет внутри тебя, когда ты делаешь какую-то глупость, когда ты начинаешь клеветать, сплетничать, говорить плохое о людях. Святой Дух внутри плачет и говорит, о, не делай этого, и ты говоришь, ой, лучше не буду. И ты просишь прощения, и возвращаешься. Ты все еще на фундаменте завета, но ты возвращаешься во взаимоотношения с личностью, которая обеспечивает завет. Ты говоришь, о, аллилуйя. И Бог говорит, я пообещал много всего по Новому Завету для тебя. Все, что я пообещал тебе, я должен сделать для тебя. И вопрос не в том, хочет Бог или нет. Это то, что я сказал на прошлом уроке, и некоторые люди разозлились из-за этого. Но ты должен понять это. Не то, что Бог говорит, если захочу тебя исцелить, то исцелю. Не захочу, не исцелю. Захочу благословить, благословлю. А сегодня не хочу, ты был глупый сегодня. Бог мог бы так сделать, если бы захотел, но Он не хочет так себя вести. У него другой подход. Он — личность завета. Он говорит, я должен благословить тебя. А каковы наши условия? Скажем так об этом. Классическое христианство всегда подчеркивало это, и я закончу на этом, что мы должны полностью отдать свою жизнь Иисусу. Бог дал нам все, и мы должны все отдать Ему. Это часть завета. И я посвящаю свою жизнь, мои ботинки, мои деньги, мою жизнь, мое время, мои
взгляды на какие-то вещи. Я все даю Иисусу. Ты делал это? Ты когда-нибудь делал это? Ты говоришь, что ты сделал это. Это хорошо. Но Бог дал все, что Он имеет тебе. Ты скажешь, я на самом деле все дал Иисусу, а Он на самом деле все дал тебе. Он прежде всего отдал своего Сына. И если, Римлянам 8:32, если Бог отдал своего Сына, то как же Он все остальное вместе с Сыном не даст? Если ты можешь понять сердце Божье, на этом я закончу, что желание Божье — это чтобы все, что у Него есть, что Он есть и что Он хочет и может сделать, чтобы это было предоставлено в твое распоряжение. Он хочет всего этого больше, чем ты. Это ближе к тебе, чем ты думаешь. Ты не снаружи и заглядываешь внутрь, ты уже в самом Новом Завете, и ты должен открыться и сказать: Иисус, благодаря Тебе исцеление мое, благодаря Тебе сила моя, благодаря Тебе победа моя, благодаря Тебе будущее мое. И не для меня самого, с эгоистичными намерениями. Нет, оно для меня, потому что я в первую очередь ищу Царство Божьего. Я в завете с Богом. Божья воля — это моя воля, Божье будущее — это мое будущее, Божьи планы — это мои планы. Я полностью посвящен Ему, но кроме этого Он, что еще лучше, полностью посвящен мне. О, как Он любит тебя и меня. И ты скажешь: а каково же мое будущее? Ну, я не знаю, но Бог позаботится о нем. Я путаюсь в словах. Я духовный? Достаточно. О чем ты говоришь? Достаточно духовный. У меня достаточно переживаний, я достаточно прорвался, я достаточно сильный, на мне достаточно сильное помазание. О чем ты говоришь? Тебе не нужно обо всем об этом говорить. Конечно, ты получишь все эти вещи, но тебе не надо так сейчас говорить об этом. Я же в завете. Я в завете. А я не чувствую ничего. А не надо ничего чувствовать. Если у меня 10 000 долларов в кармане, я ничего не почувствую. Просто они лежат. Что у меня есть? У меня есть праведность. Что у меня есть благодаря завету? Мир. Почему? Благодаря завету. Из-за того, что я чувствую? Нет, потому что я в завете. Что еще у меня есть? Водительство. Почему? Потому что есть завет. Победа. Почему? Из-за завета. Что я имею? Все, что Бог есть, все, что Он имеет. Почему я имею это? Из-за завета. Ты скажешь: а если завет на самом деле не сработает? Если я заварю кашу? Вот поэтому у нас есть лучший посредник с лучшим служением, который молится на небесах и молится за то, чтобы все, что есть в завете, получилось в твоей жизни, сбылось в твоей жизни. Библия говорит, что Он молится за тебя. Его молитвы будут отвечены? Они будут отвечены? Это значит, что все, что в завете есть, все, что ты понимаешь, все, что ты применяешь, все, что ты используешь, потому что это на твоем счету. Но если ты не снимаешь со счета, то это не станет твоим опытом, переживанием. Это есть, все есть, обеспечение есть, защита, исцеление есть, когда тебе это все нужно, но ты должен снимать со счета. Ты должен говорить: это то, что мне нужно сейчас, и тогда, вот в чем все дело, на этом я закончу, тогда Бог обязан помочь тебе. Потому что если бы Он этого не сделал, то Он нарушил бы завет. И сатана взял бы мир в свои руки и изобразил бы Бога нарушителем завета. И поэтому Бог никогда не нарушит завет. Аминь. Сатана хотел бы, чтобы ты нарушил завет, но у тебя есть Святой Дух, у тебя есть Слово, у тебя есть Иисус на небесах, который молится за тебя. Давайте помолимся за людей, которые смотрят нас сейчас. Аллилуйя! Вам понравилось это? Вы были благословены этим? Это Божье Слово. Оно, может быть, не понравилось вашей религиозности, но оно благословляет вас. И оно пробудит ваш дух. Бог есть Бог завета. И прямо сейчас мы просим, чтобы Его завет, чтобы Его обеспечение, чтобы Его обетование, Его благословение стали реальностью в вашей жизни. Будьте благословлены при выходе и при входе. Будьте благословлены в духе, душе и теле. Будьте благословлены сегодня. Пусть Бог благословит вас, когда вы пойдете в новый день в победе во имя Иисуса. Будьте благословлены. И весь народ сказал: